карьера, там, музыкальная карьера, там, продюсерская, худюсерская, всякое было. Понимаете? Но на каждом этапе нужно было получать какой-то опыт. И где-то я шел правильно, где-то неправильно. Где-то я правильно с людьми поступал, где-то неправильно. Это и были учителя. Это и есть твоя зеркальная интерпретация. Ставь цели, ничего не бойся, дали мяч, хуяч. Побежали. Вперед. В 6 утра проснулся, херяч. И все. Выгорел, ну отдохни, отключи все девайсы, попей нормальный там сок, воду, позагорай, поплавай. Просто отдохни. Не нужны никакие там эти все разбитых летчиков темы, которые там все продают за бабки. Приезжай к нам на остров, мы тебя грибами накормим, там тебе ретрит устроим, то сделаем, молчать будешь неделю, випассану пройдешь, хуясану пройдешь, мочой мы тебя полечим, в попу огурец засунем, там, ну классика. Ну, чтобы человек понял, что давай хуйней больше не заниматься. Так вот, для того, чтобы человек это понял, ему нужно ставить в жопу огурец, напоить его мочой, чтобы он неделю молчал, понимаете, кормить его рисом полгода и кучу других прелестей, которые предлагают всякие там псевдогуру, коучи и псевдодуховность. Меня просто от этого бомбит, потому что я этого насмотрелся за последние 3 года столько, честно говоря. Притом, знаете, что самое печальное? Люди, которые ты считал вчера нормальными, через там 2-3 года вот этих похождений по всяким там развитиям личностного духовного роста превращаются просто в хуй с горы просто. Ну, то есть, просто жесть. Ты знал человека, нормальный был человек, можно было куда-то идти, что-то делать с ним. Проходит 3 года, и ты смотришь, это все, это жесть. Извините, но таким даже иногда и эскортницы даже не дают. Ты говоришь, в смысле? Ну, говорит, в коромысле. Ну, вот так бывает. Поэтому извините, что так долго такой спич, долгий монолог, но еще раз говорю, мы начали за здравие, закончили про упокой того, что все, что сейчас происходит, оно не направлено на то, чтобы сделать кого-то богатыми. Вообще понятие богатства – это такая история, такая метафорическая штука, с которой справиться может не каждый, скажу сразу, да, что для многих из вас, дай $50 миллионов, это закончится трагедией, бедой вашей личной жизни, вашей семьи, ваших родных и близких. Это может закончиться бедой. Поэтому у большинства людей никогда в жизни не будет $50 миллионов налом вот здесь и сейчас. Вот. У кого-то будет, и это уничтожит человека, и только 0,1% по природе могут справиться с такими историями, как $50 миллионов, допустим, или $100 миллионов. Это я вам точно могу сказать. Вот. Из окружения, у кого есть там 50 или $100 миллионов, я знаю таких людей, знаю их энергетику, знаю их, что они говорят, где они молчат, сколько они языков знают, с кем они общаются, куда ездят, как тратят свое время, кто их жены, кто их дети, из каких они семей и так далее, и так далее. Зная эти факты, я вам точно могу сказать, что 0,1% из всего моего окружения вообще способны гипотетически вынести такие объемы денег. Они просто убьют. Деньги – это всплеск энергии, это флуктуация в мироздании, понимаете? Вот, поэтому далеко не каждому это надо. А те люди, которые очень масштабно мыслят, делают масштабные проекты и делают win-win модели, так у них рано или поздно, когда они дорастут до таких объемов, у них неизбежно будет и 50, и 100 миллионов, 200, и 400, и 500. Сколько надо, столько и будет. Вопрос только зачем. Понимаете? То есть вот я, например, для себя в какой-то момент пришел к выводу, что я более счастливый как человек при определенном уровне. То есть для меня там 100, 200, 500 тысяч долларов это потолок. Ну то есть вот все, мне больше не надо. Я в этом более счастливый, да, вокруг меня более честные, чистые люди, вокруг меня более чистые женщины, вокруг меня появляется настоящая дружба, взаимопонимание, выручка, понимаете? Вот. А когда у тебя большие деньги, это все пропадает. Да, ты живешь в 5-звездочном отеле, но вокруг тебя все за деньги, все вымышленное. И завтра без денег ты никому нахер не нужен, тебе никто руки не подаст, с тобой перестают здороваться. Я это 2 раза переживал, ребята. У меня, не хотел приводить пару примеров, но если бы я назвал пару имен, с которыми мы дружили, а потом они перестали здороваться, потому что кто-то им сказал, что у меня денег больше нет. Просто перестали здороваться. Заходишь, привет, они на тебя смотрят, руки не подают. И ты понимаешь, что это мрази, а не люди. Это просто чмошники человеческие. Вот. И все, и для тебя люди перестают существовать. А ты для некоторых людей. Потому что раньше думали, ты с бабками, а сейчас все знают, что у тебя денег нет. И все такие, шел нахер отсюда. Понимаете? И все. И ты когда первый раз переживаешь эту историю, ты понимаешь, что да, ты переживаешь, ты волнуешься, думаешь, как это так? Боже, это же все была иллюзия. Как же я не видел, Боже, это же такие люди ужасно отвратительные. А случись что в жизни, они же тебе руки не подадут, они же тебя сами еще затопчут, понимаете? Они же тебя могли и сдать, и продать, они же все что угодно могли с тобой сделать.
боже, какие мразиные люди, боже, как хорошо, что у меня больше нет денег, потому что я наконец-то увидел, в каком аду я жил, среди каких чертей я крутился, понимаете? Вот так вот смотришь на это все и думаешь, ого, вот это да, вот это меня занесло, конечно. Вот. Там людей много из политики, из бизнеса крупного, но по факту это черти чистой воды, у которых единственный смысл их жизни, единственный интерес это завтра, чтобы было больше, чем сегодня. Все. Больше нет никаких целей, задач. И вот это страшно. Страшно, когда жизнь замыкается только на том, чтобы было там, на сегодня там, на 5 миллионов больше, чем вчера. Вот это все. Это деградация высшей категории. И вот это убивает людей и убивает будущее целых семей и рода. Понимаете? У рода нет будущего. Если в какой-то из колен появляется вот такая история, что весь смысл жизни, чтобы завтра было на 5 миллионов больше, не остановимся ни перед чем. Вот это все. После этого конец. Ну хорошо, заговорились мы на разные темы. Я думаю, что общеобразовательная лекция для тех, кому еще не стукнуло 25, это, наверное, принесет какой-то в жизни со временем опыт и какое-то понимание на уровне хотя бы озвучивания, потому что хоть кто-то озвучивает эти вещи, потому что я в интернете мало находил этих тем. Скоро у нас будет в гостях, я думаю, я надеюсь, что мы договоримся, пару конспирологов, которые, естественно, не конспирологи. Хотя, может, и не будет, не знаю. У меня нет договоренности пока что. Я только знаю, что у меня будет, скорее всего, встреча с одним из них. Вот. А если он захочет, может быть, мы что-то и поснимаем. Если захочет. Опять-таки, я не имею власти над такими людьми. И у нас будет еще один известный конспиролог в гостях. Он тоже обещал прилететь в гости. Вот. Если захочет, опять-таки, мы тоже можем что-то поснять. Вот. Но тогда вы помогите вопросами, что вам интересно. Потому что я его, наверное, бы помучил бы вопросами закона мироздания, например. Потому что вот это то, что действительно вам сделает кассу. Если вы будете жить по определенным жизненным законам, законам мироздания, это действительно сделает вам кассу. Вы будете и успешны, и красивы, и здоровы, и все у вас будет хорошо. Вот. Но если вы нарушаете эти законы, ничего хорошего у вас не будет. Банальный пример. Смотрите. Все знают, что нужно просыпаться утром. Казалось бы, банальная вещь. Как правильно спать, как правильно ходить в туалет, как правильно кушать. Казалось бы, это же база, которую должны родители научить. Но меня так научили родители когда-то, что вроде как и хорошие вещи преподавали мне, да, но со временем так оказалось, что откуда-то появился там язвенный гастрит, откуда-то появилось там воспаление того, откуда-то появилась опухоль, откуда-то появилось, куча всего появилось откуда-то. Изначально этого всего не было. Вот. Грешили на то, что, наверное, нам с едой скармливают какое-то говно. Вот. Так оно потом и оказалось. Вот. И нас кормили в воде, в обычной водопроводной воде были канцерогены, бактерии, вирусы и прочая гадость. Вода была очень грязная. Мы родились в таком регионе, где действительно было все очень плохо. Со временем это привело к тяжелым заболеваниям. Поэтому пришлось лечиться, разбираться в медицине самостоятельно. К примеру, это путь. Когда появляются свои дети, ты можешь им преподать то, чтобы у них не было такого пути? Можешь. Ты можешь сэкономить кучу здоровья, кучу лет жизни. Это тоже путь, это тоже нужная история. Так вот, я к чему говорю, что я вот за последние, наверное, полгода-год узнал определенные вещи, которых не знал до этого. Почему? Ты же всего не можешь знать, да? А какие-то вещи ты узнаешь, например, про то, что считается конспирологической теорией. Как и зачем добавляли определенные химикаты в нашу воду, которую мы пили в детстве. Я когда узнал, у меня волосы дыбом были. Когда-то в друг моей семьи был начальник вот того самого очистительного сооружения, который закупал те самые химикаты, которые добавляли специально в воду. Вот. Но тогда это казалось чем-то фантасмагорическим. Потом у одного моего друга отец был владелец завода, который производил те самые химикаты. Потом мы узнали, что эти химикаты, он был очень состоятельным, потому что они производили в таких объемах, что можно было отравить абсолютно всю страну, чем они, собственно, и занимались. Вот. И когда это начало все всплывать, люди попропадали куда-то. Вот так бывает. Вот. И потом оказалось, что да, действительно, в страну завозилось очень много отравляющих веществ, которые добавляли в слабоалкогольные напитки, которые добавляли абсолютно везде. Потом, когда конспирологи об этом заговорили, все сказали, так конспирологи это ваши чепушилы, они ничего не знают. Но факты остаются фактами. Это действительно было так. И мы действительно это употребляли. Плюс спаивание на основании женских гормонов массово пивом. Вспоминайте, какое было спаивание с 91 года по 2008 год. Вот я, честно вам скажу, я вот сколько вспоминаю себя и всех своих друзей, и все свое окружение. Ребята, у нас 2-3 дня в неделю все ходили бухие, просто не просыхали. Подписывайся на телеграм-канал и получай полный доступ к десяткам приватных каналам.